Ни дождь, ни ветер, ни глубокие лужи не остановили участников гонки на выживание. Полоса препятствий, траншеи, лабиринты, тросовые горки. Препятствия на проверку всех мужских качеств, от скорости до смелости. Экстрима добавляла непогода. Сборная команда УФСИН России по Республике Коми вышла на старт под номером 111. Владислав Ванеев, мастер спорта по лыжным гонкам, сотрудник УИС и член сборной России, как неформальный капитан сборной команды, вышел на старт первым. После прохождения капитаном команды непростого маршрута надеть майку с номером 111 предстояло не менее титулованному спортсмену, мастеру спорта международного класса по лыжным гонкам Ермилу Вокуеву. Далее эстафету подхватили сотрудники УФСИН Коми Николай Витязев и Федор Вокуев. В прошлом году мы участвовали, в этом году тоже решили. И, в принципе, в этот раз нам удалось легче, уже некоторые упражнения были знакомы. Безумный азарт и мощная энергия помогали спортсменам пробежать 1700 метров. Всего в забеге на полосе препятствий участвовало 9 команд по 4 человека. Полоса препятствий непростая, создавалась она по образу существующих в войсковых частях тренировочных площадках. Тем не менее, финальную черту пересекли все. Фавориты подтвердили свое, как говорится, место по рейтингу, а остальные боролись, кто с самим собой, кто с полосой, а кто и с командой соперников. Самое главное — эмоции, борьба. Борьбы здесь хватало. Все время экстремальных соревнований небо над Визенкой хмурилось, и перед самым началом церемонии вручением призов и грамот снова разошлось ливнем. Фаворитом гонок на выживание стала сборная по туризму из города Сыктывкара. Грамоту за волю к победе в гонках вручили сборной команде УФСИН России по Республике Коми. Денис Черных, Дарья Волокжанина, Алексей Ануфриев, телеканал Юрген.